Уважаемые коллеги, с момента нашей первой встречи в Астане прошли несколько важных мероприятий в формате Европейский Союз, Центральная Азия. Это Самаркандская конференция по взаимосвязанности, второй экономический форум, который недавно прошел в городе Алматы, а также конференция высокого уровня по окружающей среде и водным ресурсам. Приятно подчеркнуть, что первый экономический форум Европейский Союз, Центральная Азия, прошедший в Бишкеке в ноябре 2021 года, дал успешный старт новой платформе многостороннего сотрудничества для выработки инновационных и прагматичных путей развития наших торгово-экономических связей, создания условий для сближения и работы деловых кругов. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, говоря в целом о нашем центральноазиатском регионе, о его большом потенциале и прекрасных перспективах развития, я хотел бы обратить внимание на следующие моменты. Для стран Центральной Азии будет большим преимуществом формирование нашего региона в качестве единого геоэкономического пространства, в котором успешно формируются все формы экономического сотрудничества и взаимодействия. В этом контексте хочу отметить, что драйвером роста экономик Центральной Азии является развитие регионального транзитного, транспортного, логистического потенциала. Именно это стимулирует интеграцию в мировую экономику и обеспечит связанность внутри нашего региона. Особую значимость для нашей страны, других соседних стран региона приобретает стратегический проект строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Претворение в жизнь этого мегапроекта выведет наш регион из транспортного тупика, соединит около 4 миллиардов людей, расширит географию перевозок из Азии через Турцию в Европу, в регион Ближнего Востока, Ирана, страны Персидского залива и Северной Африки. С учетом мировых тенденций важно, чтобы наш регион превратился в геополитического посредника, через который осуществляется благоприятное взаимодействие мировых центров влияния. Сотрудничество между Центральной Азией и Европейским Союзом обладает значительным потенциалом для достижения наших общих целей мира, стабильности, развития и процветания. В качестве основы для дальнейшего расширения многопланового межрегионального сотрудничества могла бы стать стратегия Европейского Союза по Центральной Азии и инициатива Европейского Союза Global Gateway. В ближайшее время ожидаются итоги исследования Европейского банка реконструкции и развития по устойчивым транспортным коридорам между Европой и Центральной Азией, что также будет служить основой для тесной работы на предстоящие годы. Центральная Азия с ее стратегическим расположением имеет большой потенциал к ренессансу Великого Шелкового пути, что позволит стать хабом, соединяющим Европу и Азию. Вне всякого сомнения, это принесет взаимную выгоду нашим обеим регионам. Для практической реализации инициативы по устойчивым транспортным связям главы правительств и вице-президент Еврокомиссии на форуме в Алматы достигли взаимопонимания о первоочередности согласования дорожной карты по привлечению инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры с активным вовлечением финансового потенциала европейских государственных и частных партнеров. В этой связи в целях эффективного продвижения данного направления сотрудничества вношу предложение о создании постоянно действующей платформы взаимодействия в формате Европейский Союз, Центральная Азия на уровне глав транспортных структур. Уважаемые коллеги, несмотря на текущую острую геополитическую ситуацию в мире и появление новых вызовов, экономика Центральной Азии оказалась достаточно устойчивой и продолжает свое развитие. Аналитиками Европейского банка реконструкции и развития пересматриваются ранее сделанные прогнозы
по росту экономик стран Центральной Азии в сторону повышения. Так, согласно обновленным прогнозам, ожидается, что экономика региона в текущем году вырастет на 4,8%. При этом среднегодовой темп экономического роста стран Центральной Азии за последние 20 лет составил 6,2%. Взаимная торговля стран региона развивается опережающими темпами по отношению к внешней торговле. Мы имеем твердые намерения и далее расширять торгово-экономические отношения с Европейским Союзом, потенциал которых далеко не исчерпан, и программа ВСП+ является одним из действенных механизмов его укрепления и развития. Учитывая высокие стандарты и требования к продукции в Евросоюзе, нам необходим передовой опыт, технологии и знания. В этом плане, наряду с представлением технической поддержки, мы признательны за многолетнее сотрудничество в области образования через такие программы, как Erasmus+. Хотелось бы, чтобы в рамках данной программы больше внимания уделялось техническим специальностям. Касаясь торгового сотрудничества с Европейским Союзом, хотел бы отметить, что за прошлый год товарооборот Кыргызстана со странами Евросоюза увеличился на 76,1% и составил $603,1 миллиона. В том числе экспорт вырос на 60,6%, суммарно составив $75,8 миллиона, а импорт на 78,6%. Это $527,3 миллиона. В ближайшей перспективе мы стремимся не только работать над увеличением товарооборота, но также и над выравниванием торгового баланса. При этом мы с пониманием относимся к озабоченностям и просьбам наших европейских партнеров относительно определенной группы товаров, подпадающих под санкции, и готовы к продолжению диалога с Евросоюзом по данному вопросу. Уважаемые коллеги, по нашему мнению, проекты Европейского Союза тесно связаны с нашими национальными приоритетами в области развития и вносят заметный вклад в наши усилия по достижению целей в области устойчивого развития. На нашей первой встрече в Астане я говорил о значимости региональных проектов Евросоюза в рамках региональной индикативной программы. Сегодня хотел бы обозначить нашу поддержку инициативам команды Европы, Европейского Союза в области цифровизации, воды, энергетики и изменения климата. Цифровая трансформация на протяжении последних лет стала одним из главных приоритетов страны. Мы стремимся переосмыслить и лучше выстроить наше будущее. Верим, что инклюзивная, устойчивая и стабильная цифровая трансформация может позволить нам не отстать от последних технологических достижений, быть более конкурентоспособными и встать на ускоренный путь развития. Эти наши стремления уже отражены в концептуальных государственных документах. Рассчитываем на приумножение этих успехов совместно с европейской стороной в рамках имеющихся проектов в сфере цифровизации и расширения спутниковой связи. Другим нашим приоритетом является энергетика. Как известно, Кыргызская республика находится у истоков рек Центральноазиатского региона, а общий гидроэнергетический потенциал страны составляет 142,5 миллиарда киловатт-часов. При этом на сегодняшний день освоены лишь 13% от общего потенциала. За счет возобновляемых гидроресурсов крупными ГЭС в Кыргызстане вырабатывается свыше 90% зеленой электрической энергии. Мы ведем работу по рациональному и комплексному использованию водно-энергетических ресурсов, развитию энергоэффективности и энергосбережения. При этом на фоне климатических изменений и демографического роста
в регионе наблюдается постепенное истощение водно-энергетических ресурсов. Таким образом, вопросы энергетической безопасности и энергоэффективности стали одним из наиболее актуальных и острых не только в регионе, но и в глобальном масштабе. Сегодня в стране уже запущено строительство десятков малых ГЭС. Также достигнута договоренность о строительстве Камбаратинский ГЭС-1 мощностью в 1860 мегаватт совместно с Узбекистаном и Казахстаном. Реализации этого крупного энергетического проекта будет способствовать обеспечению энергетической стабильности во всех трех странах. В этой связи хотел бы пригласить всех инвесторов и наших партнеров к инвестиционному сотрудничеству для реализации проектов по строительству объектов возобновляемых источников энергии и других зеленых проектов. Мы уже наблюдаем определенный интерес отдельных крупных компаний из Австрии, Франции, Венгрии, России и других стран. Надеемся на скорый выход к конкретным проектам. Также нам необходимы новые водосберегающие технологии, инновационные подходы и квалифицированные специалисты, которые могли бы пройти обучение в Европе. Уважаемые коллеги, в последние несколько лет природа и население нашей страны довольно заметно стали ощущать негативные последствия изменения климата. Мы наблюдаем необратимое таяние вековых ледников, которые являются основным источником водных ресурсов Кыргызстана и Центральной Азии. Кыргызская республика все активнее принимает участие в деятельности мирового сообщества по предотвращению глобальных экологических угроз, а также является активным участником международных экологических процессов, поскольку климатические изменения остро ощущаются в нашей горной стране. Сегодня вопросы, связанные с охраной окружающей среды и изменением климата, имеют особый статус и являются важнейшим капиталом любого государства. Хотел бы отметить, что экономическое и социальное развитие страны в наши дни во многом зависит от успешности приспособления к изменению климата и обеспечения экологической устойчивости, реализации мер по снижению выбросов парниковых газов, решения основных проблем по сохранению биологического разнообразия и природных ресурсов. На 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН мы приняли резолюцию «Устойчивое горное развитие». По инициативе Кыргызской Республики данная резолюция объявила 2023-2027 годы пятилетием действий по развитию горных регионов. Объявление пятилетия открывает широкие возможности для привлечения грантовой помощи и инвестиций в экономику горных стран, в том числе Кыргызской Республики. В текущем году мы также выступили с инициативой по реструктуризации государственного внешнего долга, в том числе с использованием механизма его обмена на проекты в сфере зеленой экономики. В целях реализации данной инициативы в настоящее время планируем проведение с двусторонними и многосторонними донорами переговоров по применению механизмов обмена долга на программу развития и реализацию проектов в сфере зеленой экономики. Принимая во внимание актуальность экологических проблем всего региона, для решения которых необходимо принятие консолидированных мер по нивелированию последствий изменения климата, хотел бы выразить надежду, что Европейский Союз, как один из основных партнеров Кыргызской Республики по развитию, поддержит наши усилия. Уважаемые коллеги, Кыргызская Республика выступает за сотрудничество между Центральной Азией и Европейским Союзом по вопросам безопасности и осознает необходимость всеобъемлющего и совместного подхода к решению общих проблем. Центральная Азия, как и многие страны мира, сталкивается с такими вызовами безопасности, как терроризм, экстремизм, транснациональная организованная преступность, незаконный оборот наркотиков и проблемы безопасности границ. В этом отношении считаем важным продолжить активную реализацию программ БОМКа, КАДАП и ЛЕЙКА.
Укрепляя политическое сотрудничество с Европейским Союзом, мы можем усилить наши коллективные усилия по борьбе с этими угрозами. В связи с этим поддерживаем регулярные встречи в формате Центральной Азии и Европейский Союз в рамках диалога высокого уровня по вопросам политики безопасности, а также встречи спецпредставителей Центральной Азии и Европейский Союз по Афганистану. Для нашего региона остается важным вопрос стабильности и безопасности в Афганистане. Выражаем надежду, что власти в Кабуле сумеют прийти к консенсусу с мировым сообществом по ряду вопросов региональной и международной повестки дня с тем, чтобы эта страна смогла интегрироваться в систему полноценного регионального экономического взаимодействия. Мы приветствуем усилия международного сообщества, в том числе Европейского Союза, направленные на поддержку афганского народа в деле предотвращения гуманитарной катастрофы. Разделяем обеспокоенность мирового сообщества по проблеме ущемления прав женщин на образование и работу в Афганистане. В ходе двусторонних контактов с представителями нынешних де-факто властей в Афганистане и в рамках участия в мероприятиях на международных площадках Кыргызская республика отмечает право афганских женщин на образование и трудовую деятельность, в том числе исходя из понимания религии ислама и шариата. В этой связи считаем необходимым подходить к решению этого вопроса без чрезмерного давления, но путем собственного примера, убеждения и конструктивного диалога с новыми властями Афганистана. Мы искренне желаем мира, стабильности и развития многострадальному афганскому народу, и в этом отношении считаем, что он не должен чувствовать себя брошенным. Гуманитарный аспект требует особого внимания, и в этой связи хотел бы подчеркнуть важность продолжения гуманитарной миссии международного сообщества. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, касаясь вопросов международной безопасности, нельзя не затронуть ситуацию на Украине. Кыргызская сторона убеждена, что любой конфликт должен решаться за столом переговоров. Мы приветствуем посреднические усилия и мирные инициативы, способствующие поиску взаимоприемлемого решения по завершению этой войны. Кыргызстан неукоснительно придерживается принципов территориальной целостности, суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств и выступает за соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права. Сегодня мы видим происходящие глубокие изменения в мировой архитектуре международных отношений и безопасности. Нашу озабоченность вызывает новая гонка вооружений и возникновение очагов напряженности в различных уголках мира. В этих условиях ради будущего новых поколений считаем важным сообща работать над укреплением глобальной и региональной безопасности с учетом интересов каждой страны. Уважаемые коллеги, дамы и господа, в сегодняшнем совместном заявлении для прессы мы поручим министрам иностранных дел и верховному представителю Европейского Союза господину Барелю формализовать и продвинуть реализацию совместной дорожной карты по углублению связи между Евросоюзом и Центральной Азией. Рассчитываю на то, что озвученные в моем выступлении предложения по основным направлениям сотрудничества будут учтены в данном документе.